Всем привет! Меня зовут Ларри Яковлев, и вы только что увидели всего лишь часть моих работ. Ну, Илайон более, скорее всего, личное, семейное такое отношение ко мне. Ну и типа, либо где-то представляет там, а вот Ларри как бы более, более приближенная ко мне, что ли. А тебя с рождения называют Ларри? Нет, со школы. Ну, когда я познакомлюсь с людьми, типа, я должен был говорить Илайон, но отзывай себя как Ларри, и они такие, Юча, что так сразу, типа, как-то так. Насколько я знаю, тебя пригласили работать в Netflix. Это, Почему ты до сих пор здесь? почему я? Ну, из-за ковида. Был проект такой про славянскую сказку, вот, который уже снят, уже вышел, 2 сезона уже. Могу говорить, да? Ну, конечно. Ну, на Ведьмака звали. Вот, На Ведьмака? да. Вау. И ты из-за ковида не смог поехать снимать Ведьмака? Да. И я еще такой, мне еще отправляли договор о неразглашенности, я его подписал, но все равно сказал, там, Netflix, типа, не смог сдержать, наверное, это плохо. Ну и ты, наверное, посмотрел Ведьмака? Да. Да, и как тебе? Ты все равно, вот я бы сделал лучше. Не, меня звали в качестве просто ассистента, а не режиссера или кого-нибудь большого деятеля. То есть, как сказать, ассист СТ, четвертый, наверное. Вот. Ну, короче, человек, который вот, типа, помогает ставить свет, камеру, механиком работать и так далее. Ну, если подумать, если я поеду туда, допустим, у меня знание английского есть, не upper intermediate, но просто intermediate, этого достаточно. И я буду там работать, и я буду очередным инструментом киностудии. А мне этого не надо. Потому что я здесь, являюсь, наверное, высокомерно будет звучить, уважаемый человек. Меня все знают, уважают, хотят работать, считают очень перспективным. И я хочу как бы здесь делать революцию, так скажем, в плане кино. То есть хочу поднять якутское кино на еще один уровень выше. Вот. И с моими фильмами мои коллеги, окружающие, знакомые, когда посмотрели несколько кусочков наших будущих проектов, они были согласны с этим. Я очень на это надеюсь. И когда мы это все сделаем, уже предложения уже официально будут такие. Не нашло, что позвать, типа, как ассистента, типа, уже как... Ассистент. Да, а уже как режиссер там, или какой-то вот постановщиком там. Это уже намного лучше. Ты говорил, что в месяц зарабатываешь 500 тысяч. Расскажи, как ты это делаешь. Эта история, так скажем, она наполовину правдива. Вот. То есть 250 тысяч зарабатываешь? Нет. Честно скажу, были моменты, где так зарабатывал 3 месяца подряд, так скажем. Раскрой секрет, как их заработать за месяц. Просто работать. Когда я давал интервью, просто я говорил, мы зарабатываем 500 тысяч. Это означало, что наша студия зарабатывает 500 тысяч, то есть вся наша команда. Насчет этого 500 тысяч, да, это относительно тоже правдиво. То есть 500 тысяч я зарабатывал спокойно. Вот. Это далекий, можно сказать, далекий 2019 год. Насколько я знаю, ты много снимаешь клипов и рекламных роликов. Вот какой из них самый любимый? Мне самый любимый больше всего, наверное, Джида и Пансаж. Вот этот клип, я там намного больше старался, чтобы привлечь. И такой клип, он, наверное, сложный был,
и там по бюджету тоже выходило нехило. Вот. И практически бюджет, вот люди должны понять, есть слово такое бюджет. Это бюджет уходит чисто на аренду, на это и так далее. Не за плату, а чисто вот кого-то позвать, кого-то техника и так далее. Вот. А за какую работу особенно стыдно? За какую работу особенно стыдно? Ну, какой клип, например? Ну, Как? потому что клипы все видели, рекламные ролики, ну, как-то не стоит о них говорить, наверное. Да. Самый стрёмный клип в твоей фильмографии? Самый стрёмный клип, знаете, Женя Пивоварова? Да. Вот, он сейчас стал этим. Он певцом стал? Не певцом, а именно вот розыгрыши делает, там концерты делает. Он меня позвал, типа, хотим клип снимать для одного человека. А его зовут Петр Николаев, я о нем никогда не слышал. И он, короче, мы слушаем, мне музыка вообще не нравится. Просто Женя такой классный человек, что убеждает даже меня. Вот, и потом он еще убедил меня за 15 тысяч это снять. И, короче, мы это снимали за 2 дня, короче. Я честно скажу, мне вообще не понравилось, как все, как все шло и так далее. Мы там мерзли, мы там ждали. То есть там был только я, Женя Николаев и певец. Там не было ассистентов, там не было звукорежиссеров, там не было операторов. Я сам был оператором и все это снимал. И это было мучительно. И такое, потом просто как проходняк, типа, относился к этому. И, ладно, окей, типа, мы это все сняли, отдали, короче. И я максимально пытался там просто типичные кадры делать. И потом через неделю сделали клип. Такой клип сделал Анатолий Яковлев. Он один из лучших монтажеров нашей республики и звукорежиссеров, и как аранжировщик. Вот, надо все упомянуть, чтобы он не обиделся. Вот. И концерты устраивает. да, и розыгрыши устраивает. Очень деятельный Очень человек. разносторонний талант. Да. Вот. Он все смонтировал, а потом мне отправляет, типа, надо покрасить. Я такой, а за покраску сколько дадите? Это за 15 тысяч уже входит, типа. Я такой... От Жени невозможно отказаться. Он такой мастер при убеждении. И я такой, ладно. Покрасил, отдал, короче. Потом вылаживаем в YouTube. И потом... Я очень хотел, чтобы этот клип стал непопулярным. А он стал популярным. Сколько там просмотров? Где-то 100 тысяч просмотров. Да ладно. Да. А Джида и Пансаж? Джида и Пансаж где-то 60-70. А за счет чего он настолько плох, что стал таким популярным или как? Он настолько обыденно и по-деревенски снят. То есть и сам сюжет, и сам это. Просто самое большое преимущество нашей республики, чем больше такое приземленного делаешь, такой, когда слишком крутое, слишком такое не якутское, если делаешь, то там мало просмотров. То есть, если я хочу снять клип, и чтобы много было просмотров, я просто выхожу на Алас и стою и пою, да? Да. Круто. Круто. Такой менталитет, я не могу на этот вопрос конкретно ответить, просто такое есть и существует, и от этого нельзя отходить или отказываться от этого. Расскажи подробнее про свою короткометражку «Таксист», которая на днях выиграла международный кинофестиваль в Казахстане. «Таксист» снят 1,5 года назад. Фильм снят за 5 дней. Он практически был снят почти как полный метр. Черновой монтаж вышел где-то почти час. Вот, еще будет 2 смены и полноценный полный метр. К этому, история она такая, не длинная.
короткая. На полном метре можно было бы заработать, нет? Там, в На полном кинотеатры ме- пустить, а на короткометражке как это? Вообще чисто на кинофестивале все или как? Какая история у короткометражек? Короткометражек стоят, да, они идут по фестивалям в основном, Мгм. и потом в итоге самый худший вариант это в YouTube. Мгм. Вот. То есть ты поработал и бесплатно отдаешь, ну не то что бесплатно, а выкидываешь мусор. Типа, я считаю так, мусор, то есть мусор, то есть в YouTube, Мгм. положил и все. Ну, вам всего лишь 2 смен не хватило, чтобы на этом заработать. Ну да, честно скажу, вот этот фильм, он выйдет в кинотеатрах. Ага. Это одна из историй из нашего альманаха будет. А, Вот. здорово. То есть таксист, он, а, когда я хотел его снимать, меня остановил вот Виктор Лифу. Он остановил и давай связку сделаем. Ну, из другого фильма. Айтал. Из Айтал, да. Это одна из историй из альманаха. И вот история о таксисте. История о таксисте — это правдивая история. На самом деле это фильм основан на реальных событиях. Я не хотел указывать, в постере или где-то, что фильм основан на реальных событиях. Почему? М? Почему? Потому что концовка была бы понятной. Ты съездил в Казахстан, Да. прям сам получил награду. Мгм. Что эта награда для тебя значит? И вообще, как провел время в Казахстане? Мы поехали с женой. Вот, моя жена написала сценарий этого фильма. А, Да. насколько я знаю, твоя жена балерина. Моя жена не только балерина, но и режиссер Мгм. театра. Окончила ГИТИС. Я еще до сих пор в шоке, что ее до сих пор не берут в театр, потому что это, наверное, человек, который все, что знает про театр, профессиональный человек находится в нашей республике, и ни один театр пока его не смотрит. А это очень плохо для них на самом деле. Потому что они теряют очень бесценного специалиста. Мгм. Ну, она больше сейчас ушла в кино, я так понимаю. Но, скорее всего, из-за меня. А, Вот. И я, наоборот, благодарен, то, что у нас общие интересы, мы уже занимаемся общими делами, мы сейчас пишем новый сценарий, полный метр, как раз-таки по фантастику. И я надеюсь, что этот фильм получится так же крутым, как и «Таксист». Вопрос какой был? Как провели время в Казахстане? Так, в Казахстане мы провели 5 дней. У нас был все оплачено, весь райдер. Мы жили в самом культовом и историческом гостинице Казахстана в Алмате. Это называется просто Казахстан. И он самый высокий здание считается в Казахстане. И там было очень круто. И недалеко от нас был кинотеатр, Арман называется. Мы там каждый день, мы смотрели программу наших участников, и там были мастер-классы, и еще, итоги подведения там фильмов. И, в общем, было очень интересно, очень много знакомств. Я познакомился с крутыми ребятами из Казахстана, из киноиндустрии Казахстана, из Казахфильма. И мне очень понравилось. Люди были шокированы, то, что такой человек в республике существует. Типа, очень много рекламы снимает, очень много идей. И почему-то он в Якутске. Вот. И да, кинофестиваль. Я надеюсь, что это увидят наши организаторы из Байконур. Ануар, Эржан, если вы смотрите, вам большой привет. И мы им очень благодарны. Тебе всего 29 лет, Да. и ты уже столько всего успел, да? И вы сколько рекламных роликов даже не посчитать, наверное, да, сделал? Да. Клипов, фильмов, сериалов. И какой работой, именно одной из всего-всего, ты больше всего гордишься? Наверное, Да я красавчик. наверное, той работой, которую я встретился со своей женой. То есть моя жена была клиенткой. Мы сняли ролик, и
благодаря этому ролику мы начали общаться, более ближе стали и стали семьей. Вот. Так, с этого места подробнее. Что за ролик? Мою жену зовут Светлана, она только окончила ГИТИС, перелетела в Якутск и собиралась открыть школу танца. Фьюз назывался. И для Фьюза была нужна реклама. Вот, и она ко мне обратилась, мы с ней сняли, и ролик получился таким очень жизненным, прекрасным, и с тех пор наша жизнь тоже стала, ну, прекрасной. Вот. И, ну, я этим роликом горжусь, тем, что этот ролик дало мне, ну, человека, которому можно довериться на всю жизнь. Расскажи про свой новый фильм «Почти как все». Когда он выйдет, о чем фильм, трейлер потрясающий. Это был пока тизер. Тизер. Ага. Трейлер выйдет уже, наверное, через недели, 2 или 3. Почти как все. Это фильм, он в моей голове находился где-то более 7 лет. Вот, и наконец-то мы дописали с моим сценаристом Иннокентием Ханды. Я нашел человека, который вот... Короче, смотрите, как ситуация. Я очень долго, типа, думал, с чего бы начать, типа, что снимать, что это, типа... Ну, по рекламу уже, как бы, я нахожусь в потолке здесь. Ну, уже ничего не вдохновляет, ничего нового, одно и то же. Вот. И встретился с Кешей, попросил помочь там написать сценарий. Мы за 7 вечера, то есть это за 10 часов мы написали уже черновой вариант нашего сценария. И это был уже любовь с первого взгляда, так скажем. Вот. У нас даже была... Жене изменил. Жене изменил. Ну, Да, ты же с ней, получается, сценарий всегда писала, тут с Иннокентием. Вот, и еще и любовь с первого взгляда. И еще с Иннокентием мы узаконились официально, так скажем, ООО открыли. Здорово. Да. И все уже, мы с ним не разлей вода, и уже планируем более 7 проектов. 7 реально потрясающих идей. 7? Да. Это за какое время? Меньше года. Ну, это полнометражный фильм. Вот смотрите, когда вы просто существуете и встречаетесь с каким-то человеком, и с этим человеком у вас уже все вот так. Все быстро идет, короче, все то, что вот приходит. Просто оказывается, есть, когда у тебя появляется идея, ты кому-то рассказываешь, а тот чувак не очень. А когда есть, ты рассказываешь типа человеку, который, ну, тебя реально слушает и говорит: о, круто, можно сделать вот так, и он станет еще лучше. Типа. И так вот сложилось все. И из-за этого, когда такое отношение происходит, уже появляются такие проекты, как, ну, как почти как все, как, ну, вот будущие наши проекты. Вот уже 7 проектов. Вот. Это уже круто. Так, в главных ролях Дормидонтов. Да, Владимир Дормидонтов. Ага, Аял Лазарев. Как вы его уговорили сняться в кино? Он же даже интервью редко дает. С Аялом нам помогли наши убайки. Убайдов, привет. Вот, Дмитрий Шадрин и Алексей Егоров, они мне помогли очень сильно при старте фильма. Вот, и то есть я не был уверен, что Аял согласится. Вот, и ну, мы с ним встретились, пообсудили, порепетировали и уже начали снимать. И он справился очень отлично. Ему очень понравился съемочный процесс. И уже говорит: давай еще снимать, там, зови еще. Ну, по тизеру мне показалось, что эта история очень похожа на историю Димы Потапова, певца. Да, да. Это про него фильм? Нет, не про него, но, как сказать, от него тоже взято. Вот, потому что, как еще раз говорю, это фильм крутился у меня 7 лет назад. 7 лет назад я не знал Диму Потапова. Вот.
Просто, да, мы все насмотрелись фильмом «1+1». А что, если бы было бы это молодой человек? Вот. Молодой человек, потому что у молодого человека намного другие проблемы, намного другие мышления. И если взрослый человек, ну, смотрит такое кино, он намного, ну, глубже проникается в эту историю, потому что эта история, у этого мальчика только начинается история. Как Дормидонтов справился с этой ролью? Он же такой весь активный, живой, а тут ему пришлось почти не двигаться. Да, для него это было вызов. Я бы сказал, это очень нестандартно, потому что это очень такой эпатажный человек. Вова, он молодец тем, что он очень постарался, он очень вникся в эту историю, ему очень понравилось, и этот человек, у него имеется еще актерская база, щепкинская база, это очень сильно ему помогло. Вот, и я сразу Вову предупреждал, что этот человек, он не активный, ты не играешь самого себя, ты играешь совсем абсолютно другого человека, типа. Во-вторых, Вова надо было сломать. Как ты его ломал? Я, ломал спокойно, то есть имеется психологически ломать. Он такой взрывается в том, что-то, это, а потом его приземляешь и там, обустраиваешь, там так нельзя, так это и так далее. В рамки его заходишь. Это как будто это как управление с огнем. Вот, когда он слишком сильный, его больше, дрова ставишь сверху, чтобы чуть-чуть он в эту сторону пошел и сел вот эти кусочки дров. Вот. Такое отношение было. Мне сложно объяснить, как управлять с этим человеком. Просто... Как управлять Дормидонтом? Да. Просто когда, кто-то... если вы со мной будете на съемочной площадке, вы, наверное, заметите. И я не могу это объяснить как терминологию или человеческими словами. Просто наворотился навык управлять людьми, так скажем. Владимир плакал? Плакал. Сильно? Зато ему было очень интересно, и он очень старался. И Боба вообще, как актер, он очень крутой. И если этот фильм выйдет, и другие режиссеры тоже заинтересуются, и это как отличная реклама актера. Вот. Это твой первый полнометражный фильм? Да, мой первый полнометражный фильм. Что тебе больше нравится снимать? Полнометражки, короткометражки, сериалы? Про твои сериалы еще не поговорили, кстати. Да. Мне больше всего понравилось, конечно, кино снимать. Потому что там есть бюджет, который ровно под фильм подходит. Все вот так, все идеально. И он не так долго снимается, как сериал, например. И ты там уже, у тебя больше свободы, больше идей, больше пространства выходит оттуда. И кино это намного удобнее, намного лучше, и намного через него можно хорошо рассказать историю. Вот. Просто я такой человек, привык рассказывать историю за 5 секунд, за 15 секунд, за полминуты или за минуту. Вот за минуту, все трехактовую историю могу показать. Или за 5 секунд уже всю историю жизни можем показать. Вот. А фильм для меня это было... Челлендж. Не то, что челлендж. Мне дают 1,5 часа. Я такой, вау, 1,5 часа. Это очень круто. И за 1,5 часа можно всякого сделать. У меня, опять же, с этим плохо получается, потому что мы сняли кино, и в итоге киномонтаж получился где-то на 3 часа. И мы его сократили до 1:45.
А что за сериал снимали этим летом? Тут опять же продюсер Виктор Лифу, Витя говорит, Лай, мы можем снять сериал. Он типа, о, да, круто, а кому МПК? О, ничего себе. А сколько они дают? Ну, по столько дают. Такая. Ну, это зато НВК, типа. И мы за это взялись, и вышло очень такой неплохой сериал. Почему неплохой? Не побоюсь сказать слово, что этот сериал будет культовым. Подробнее, о чем он, как называется? Ну, название очень специфичное, да. Название сокращенно КСФ. Если вот полностью обозначить, то это будет колл-центр на фрилансе. На самом деле не существует колл-центра на фрилансе. То есть мы создали новый бизнес-план, так скажем. Типа, есть многие компании, которые не умеют пользоваться таргетом, им легче позвонить и рекламировать, типа. И как раз-таки есть ребята, которые этим занимаются, и они берут такие нестандартные заказы, как шиномонтаж, допустим, шиномонтаж колл-центр, либо там. То есть это сериал, основанный на вашей биографии? Наша биография? Да. Почему? Ну, рекламные ролики на заказ или как это? Ну, там есть наши приемчики, как мы находили клиентов, то есть, там, как бы не сказать, что это наше биографическое, там, скорее всего, по наитию, как бы могло бы быть такое, типа. И сам проект и сам бизнес получился очень интересным. В конце даже некоторые говорили, очень интересно, мы бы тоже хотели бы, если был бы реально такой вот компания, как СФ, вот, реально бы воспользовались. Просто мы сами не ожидали, что людям это понравится, то есть, моим приближенным людям. И надеюсь, что после выхода сериала республики выйдут такие филиалы, как КСФ там, и так далее. Но там очень круто. Меня конкретно вдохновило, я считаюсь там соавтором идеи вместе с Иннокентием Ханды и с Виктором Лифу. Мы вдвоем придумали такой вот проект, называется КЦФ. И там конкретно мы вдохновились от фильма, слышали, нетфликсский проект назывался «Я виновный». Нет. Там играет Джек Джилленхол, и он работает в колл-центре, и там он попался в очередной непонятный звонок от клиента, и он как бы пытается спасти этого клиента. Есть же такие отдельные жанры таких фильмов, типа «Стой, я вам помогу», типа «Где вы находитесь?» и так далее, типа. А потом мы посмотрели такое культовое видео «Алло, баня», типа, знаете, да? Да. Вот. И оттуда, взяли смесь, и потом сложили все как мозаика, и потом подумали, это было бы круто, типа. Идеально, да. Вот. И мы там создали, и было дань уважения сериалу «Офис». Вот. Там тоже есть свой же босс, такой неувратимый и так далее, такой смешной, непонятный, всегда ставит палки в колеса своим работникам. Его играл Алексей Егоров. Он был счастлив играть эту роль, потому что Алексей Егоров во всех своих фильмах он никогда не играл главной роли. Да, вот. Я знаю, кстати. Я как раз хотела сказать, а ты знаешь? Да. И он во многих фильмах по чуть-чуть сыграл, и в итоге, наверное, час заняло это, наверное, весь его творческий путь. И в этом сериале вы уже увидите все 8 серий с ним. Вот, полноценно. И он главный герой? Главные герои все. Потому что... Снова не главный, да? Снова не главный Димон. Не то, что не главный, а главный, он все равно считается главным героем. Он, так скажем, двигатель сюжета. Вот. Начальники всегда были двигатели сюжета во всех конторах и так далее, всегда там корпоратив, это, туда-сюда.
И персонаж получился очень интересный. И там есть такой реальный персонаж, который диванный аналитик Ага, в живом виде. Типа. обожаю. Ага. И это его играл Аял. Аял Винокуров, Ялыч его зовут Ага. обычно в Инстаграме. Он обычно сам такой веселый, находчивый и так далее, а он полностью отрицательно такой характер персонажа играл. Но он не считается плохим персонажем, а считается самым адекватным персонажем, а все такие странные, короче. И он такой, что происходит, типа. Ну, очень интересный проект. Ну, колл-центр мне лично очень нравится, и вот людям, которые приходят, уходят, вот, ну, чуть-чуть посмотрели, там они всего лишь 1 минуту смотрят и говорят, это уже год, мне очень нравится, и когда выйдет. Всегда такие, я уже устал отвечать. На НВК выйдет, когда выйдет, не знаю. Сейчас сериал проходит комиссию, и как пройдет эта комиссия, уже объявим. И это не единственный сериал, который ты сейчас снимаешь. Расскажи про него подробнее. Про второй. Да, наш сериал называется «Таннаркем». Это мистический ужастик. Это сериал «Альманах». То есть каждая серия — это разные истории, построена на нашей якутской байке, которую мы все знаем. Круто. Вот. Ну, типа «Под столом копыта», там «Гадание», «Танха». Мы сняли пилотную серию недавно. Вот. Актер тоже первый раз снялся, и он очень круто исполнил свою роль. И скоро у меня будет встреча с этими спонсорами. Ну, не то, что спонсорами, а именно, как сказать, типа с продюсерами, которые должны дать зеленый свет этому проекту. Вот. И сериал получился очень интересным, и он также поучительный. И поучительный тем, что это грех, его не надо делать, и надо уважать свою культуру. А так ужастик — это как, типа, ну, как игровая площадка, чтобы на эмоции вызвать зрителя. Вот. И мне кажется, сериал будет тоже очень интересным, потому что там кроется не только наша культура и наше понимание о сверхъестественности. И также я не хочу зрителя, так скажем, пугать, типа, многими сасмосами, а именно в состоянии, типа, чтобы зритель вошел, типа, чтобы... Это специальный сериал, чтобы люди не делали плохие вещи. Вот. Сколько серий уже снято? Пока пилот, написано где-то уже более 8 серий. Ну, как скажут наши продюсера, если 15, либо 20, окей, мы с легкостью. Байк хватит якутских настолько? Байк, да, хватит. В каждой серии совсем разные герои, Да, разные да. истории. Но там будет все равно линейный сюжет. Мгм. Там будет, допустим, в деревне дети с больниц смотрят ужастик. Типа, ну, смотрят «Астрал», фильм «Астрал». Наверное, смотрели, да? Вот. И в этот момент резко уходит свет, и дети остались в таком в апатии, в состоянии, и, типа, и не могут уснуть. И потом старшики поднимаются и зовут всех детей, там брат и сестра, все садятся, свечи, ну, подожгли и рассказывают разные истории. И вот, и все эти истории вот так переключаются. И в конце сезона там с ними что-то случится тоже сверхъестественное. И все. И там очень много актеров будет, очень много персонажей, очень много движений для пространства будет. И для зрителей, я думаю, это будет очень интересно. Мы скоро снимем такой балабановский фильм про вехи 2000-е, про общак. Вот. Тема очень интересная, и главный актер будет российским актером, менее известный. И это будет мой первый опыт с российским продакшеном. Потом мы собираемся снять блокбастер про пожары в Якутске.
в Якутии. Но мы сделали его таким абстрактной фантастикой. Вас ждут еще фантастический фильм про путешествие во времени. Вот. Круто. Бегун Былыр? Нет, намного лучше. Ага. Бегун Былыр это как есть же фильм с Жерар Депардье, пришли из будущего, да, так скажем, вот из Средневековья приезжает. А в моем фильме, что в наше время мы встречаем своего будущего варианта из будущего. Вот. И этот старик рассказывает про будущий Якутск, каким он стал. Вот. И там тоже очень много пространств о том, что типа мы рассказываем, что якутский язык до сих пор живой, что мы стали типа по величине как Дубай, типа. Вот. У нас инфраструктура поднялась на 15 раз выше. То есть, типа, Якутск стал Дубаем. Да. Ну, то есть реально мы начали пользоваться наши ресурсы во благо наших горожан и нашей стране. И что еще? Есть фильм, детективный фильм про убийцу, который живет в муравейнике, как Прометей. И он там убивает своих жертв в таком районе. Очень интересно, особенно жителям Прометея. Да, вот. Ну, фильм зовут, название фильма «Муравейник» называется. И, то есть убийца, он считается почти главным героем. Потому что он не просто так их убивает. Вот. Я еще заметил, как режиссер, у наших людях есть один недостаток. У нас нету милосердия. Почему ты так решил? Потому что мы отвечаем зло на зло. Мы не умеем прощать. Мы всегда злопамятные. Мне кажется так, потому что в каждой семье есть как бы такие темы, и они намного больше зарыты, чем в других семьях и чем в других странах. Интересно. Потому что это в наших даже обычных общениях это видно даже. Ну, такая тема. Поэтому все эти фильмы, которые мы снимаем, это про человечность. Я хочу сделать нашего зрителя более человечным. То есть обратиться к такому, что добра — это круто. То есть быть человеком — это очень сложно. У каждой вещи есть свои инструкции, а как быть человеком — нету нигде. Ну, только в религиях. Вот. И благодаря я тоже был, ну, и до сих пор являюсь религиозным человеком, и оттуда взял очень много. И хочу показать вот через кино. То есть многие режиссеры через библейские же темы Шикута показывают, что это пафосно. А я хочу показать поступком. Вот, то есть внутренним переживанием. Вот. И быть человечным нынче, в наше время, это очень сложно. И прощать это, наверное, наш самый последний поступок. Не первый, а последний. И каждый раз, когда я встречаюсь с людьми, у них нет милосердия. Особенно в последнее время. Да, особенно в последнее время. И ты режиссер всех этих проектов, которые выйдут в этом году? Нет, не в этом году, а в течение, вот, каждый год по 3 проекта, наверное. Или по 2 проекта. А качество за счет этого не теряется? Нет, не теряется. Я, конечно, не Тарковский, не там, Дмитрий Давыдов. Вот. Они нашли свои степени, они нашли свой путь, а я хочу снимать нормальное жанровое кино. На кого равняешься? Ну, скорее всего, как упоминал, на Дэни Вильнёва, потому что у него и как жанровое кино, и как авторское кино соединенные. То есть каждый его фильм, то есть она эстетична, она динамична, она привлекательна, и она дает очень много задуматься о жизни. Вот. И
с таким стилем, мне кажется, очень сложно подавать. В каком возрасте и на какой фильм ты сходил впервые в кино? И что ты почувствовал? Мой первый, трудно сказать, но осознанно, который я посетил в кино, это «Титаник». «Титаник». Я посмотрел это кино и сначала подумал, что это документальное кино. Я даже в таком возрасте понимал, что такое документальное кино. И мне было сколько? Мне было 11, то ли 10. И мы посетили это кино, и мне очень понравился. Я спрашивал у отца, а кто делает такие фильмы, типа? Он говорит, режиссер, типа. Я такой, я хочу стать режиссером. Вау, круто. Ага. Каким ты себя видишь через 5 лет? Свое будущее, знаете, я думаю, это плохо, потому что это ни к чему хорошему не приведет. Ой, иди, привет. Все снято.